Всем привет, дорогие друзья, я Бахыт Байсариев. И сегодня вместе с вами я устрою вам мукбанг. Что это значит, вы можете прогуглить и узнать. В данном случае я сегодня буду биджеем. Биджей – это тот человек, который будет готовить, поедать и рассказывать о себе. Ну, с чего начнем? Начну с того, что такая изысканная, красивая культура, как корейский ресторан, конечно, для нас всех это уже обыденное, знаем. Но чтобы приготовить для себя, а потом еще и съесть, и это уникальная возможность для меня попробовать себя в этой сфере. Начнем с того, что все, что видите здесь вокруг, все абсолютно, мне уже сказали, показали, и что нужно делать. Для начала мы начали готовить такое блюдо, все его знаете, это всеми любимый рамен. А кто знает слово перевод рамена? И сколько его надо, кстати, готовить? Мне уже рассказали, конечно, но кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Второе. У меня вот здесь есть куча вкусной горы еды. Это особое блюдо тоже корейской кухни. Мы его тоже сегодня попробуем. Но прежде я должен доварить свой рамен. Если кто-нибудь знает, сколько минут его готовить и с чем его готовить и как его готовить, пишите в комментариях, ставьте лайки и, конечно же, следите за нами. Наверняка сейчас те люди, которые часто употребляют на утро рамен, ну вы меня понимаете почему, потому что ночь была веселая, они сейчас с удовольствием говорят: «О, Бахвай, дай мне порцию», а я не дам. Потому что мне самому придется доесть это все, целых 5 порций, как я говорил раньше. Кстати, надо попросить, чтобы скорую на всякий случай позвали. Мало ли что, после такого количества еды. Приготовил сам, жаловаться не на кого. Просто от того, что очко ждут переедания. Интересно, если вот южнокорейские братья, сестры, наши друзья увидят меня, подумают: «О, Кыргызбай, ты наш бешпармак, рамен превратил в свой бешпармак». Мне кажется, он реально похож стал на бешпармак. Рамен чуть-чуть же с жидкостью, с водой. У меня тут вода уже пропадает. По-моему, тут уже тушить надо. С чего бы начать? С этого либо с этого. Пока это подостывает, и вообще для того, чтобы проверить, оно вообще готово или нет, я начну, пожалуй, с вот этого. Приятного аппетита вам и мне. Обалдеть! Это просто пушка! Я никогда не мог себе представить, что я могу столько наготовить, а главное вкусно. Нет, я себя не хвалю, но на самом деле очень вкусно получилось. Мясо маловато и чуть острое, а так бешпармак четкий. Надо, кстати, южнокорейцев сюда позвать. Если вы нас видите, вам большой привет, приглашаем сюда. Вы попробуйте наш бешпармак. Мы вам тоже его дадим попробовать. И не только попробовать, а еще и сделать. Если не понравится, то добавим туда много острого. И у вас получится такой кыргызский рамен. Теперь я понимаю, как эта девушка съела столько еды. Она же очень вкусная, оказывается. Она еще тянется так. Просто я должен узнать одну вещь. Если я действительно не съем, то сколько я должен за это заплатить? Узнав цену, я должен это съесть. Вы бы сколько заплатили бы? Или бы съели? И вообще, кто-нибудь пробовал за раз вот так 5 порций рамен заточить? Смотрите, как я классно приготовил, даже вилка стоит. Причем в любом месте он стоит. Нет, здесь он падает. Вы можете так? Нет. Это получилось, по-моему, точно как бешпармак. В моем исполнении, по-моему, больше на ботхо подошло.
Я повторюсь, что мы сегодня находимся в южнокорейском ресторане, где я сегодня готовлю сам. Я сегодня биджей и ем это все, что приготовил сам. Если есть какие-то вопросы, вы напишите, потом я отвечу вам в директ или еще куда-нибудь. Всем приятного аппетита, дорогие друзья. Южная Корея, культура, рамён. Это наш кыргызский бешбармак, можно сказать. Очень вкусно, обалденно, бесподобно. И рамён очень вкусно. Здесь 5 порций, кстати. По-моему, оно в клей превращается, надо запить. Потому что бешбармак. О боже. Скажите мне, пожалуйста, как вам моя сегодняшняя кепочка, обзор такой. Люди пишут мне приятного аппетита, люди пишут мне привет, как дела, братан, всем хорошо, отлично, все очень вкусно. Да, это рамён, очень вкусно. Я его, кстати, сам приготовил. Нас только что кликнули не только в Кыргызстане, и в Российской Федерации, в городе Москва. У вас в Москве тоже так делают, да? Имеется в виду, есть возможность самому приготовить и съесть бесплатно. Если нет, то напишите в комментариях. А я продолжаю поедать. У меня на это ровно 30 минут, чтобы я доел это все. Здесь 5 порций, я напоминаю, друзья. Я, по-моему, только половину одной порции съел, здесь 4,5 осталось. Приятного аппетита, спасибо, спасибо, спасибо. Андай доске, момдай доске. Вот бы сейчас еще... Ну ладно, не буду говорить об этом. Сколько бы я пытался не говорить, сколько не запивать, все равно тяжело идет. Я одну порцию-то, наверное, уже съел. Ой. Может, это полежать, а полчасика. Потом я доем, обещаю. Такое. Ну, да, мне тут пишут, то, что в Москве есть все, что пожелаешь в душе. Да, я согласен. Вот в Кыргызстане тоже Максат Танаев вот такой придумал. Классная идея. Максу, своему другу, желаю творческих успехов. Отличного настроения всей команде. Я вот все поражаюсь. Девушка с Южной Кореи, вот таких она 3 съела. Как? Она худая, меньше, чем я. Максимум килограмм 60. Ну как это все влезло? Боже мой. Я думаю, если его так быстро есть, она быстрее закончится, да? Так не получается. О боже. Боже мой. Надо продолжать.
Ну тогда выпьем за любовь. Кстати, я тоже сейчас, перед тем, как съесть это все, на всякий случай скорую позвал. Думаю, мало ли, столько еды. Нет, я это все, конечно, за целый день мог бы съесть, но за полчаса, кажется, это реально тяжело. Оператор показывает, осталось 27 минут из 30. Так что все нормально, Бако, не переживай. Сейчас 15 минут поспишь и дальше будешь кушать. Я готов вот эту штуку тоже поесть. Вам видно, да? Это такие роллы. Возьму-ка я самую верхнюю. Та-да-да-да. Угу. Очень вкусно. Такое ощущение, как будто они брали рецепт моей чонопашки. А, интересно, сколько это стоит? Покажите мне, пожалуйста, в цифрах. Ничего себе. Реально? Да нет, пацаны, вы что, я поем лучше? Ой, видите, какой аппетит. Все уже склеилось. Видишь, какая масса и не падает. Она же будет еще и такой массой в животе, да? Интересно, за сколько времени это растворится? Из ушей уже точно пойдет скоро. Это прикинь, сколько лапши здесь можно навешать на уши, а? Оператор, хочешь? Бесплатно. А, все. С вами был Бакыт Байсариев. В прямом смысле слова был. Шоу «Три девятки». Мукбанг по-кыргызски.